привет, привет. Приветики, мои дорогие, любимые мои, классные мои, самые лучшие на свете друзьяшки. Всех очень рада видеть. 1000 лет не выходила я в эфир. Ну как 1000? Неделю. Неделю не выходила и уже по вам соскучилась. Кстати, вот эта вот фраза «я за вами скучаю» или «я за тобой скучаю» меня страшно бесит. Я не знаю, как вас, но меня дико бесит. Джамиля, здрасте. Мне кажется, что вот это вот «за вами» это совершенно вообще ни разу неправильная фраза. Я, если честно, не гуглила, надо как-нибудь погуглить, посмотреть. Гульнасочка, привет. Посмотреть, правильно это или нет. Но мне кажется, что «за вами» это не очень правильно. Ну, не знаю. Да, меня тоже ужасно бесит. Просто нереально. Потому что ты когда говоришь я скучаю по вам, я скучаю по тебе, да, то есть я по тебе скучаю, но не за тобой скучаю. Ну, короче, великий, могучий, да, русский язык. Как у вас у всех дела? Привет, Мадиночка. Кокетка, привет. Всех рада видеть. С наступающим Новым годом. Скоро праздники, скоро Новый год, скоро Дед Мороз придет и принесет нам всем классные подарки. Привет, Галиночка. Поздравляю нас всех с новым парламентом. Я сейчас читала новость о том, что у нас ЦИК объявил результаты выборов. И у нас в парламент прошли 6 партий. Вот она, эта новость. 6 партий у нас прошли в парламент. Это Атаджурт, 15 мандатов. Ишеним, это 12 мандатов. Интымак, 9 мандатов. Альянс, 7 мандатов. Бютун, наконец, прошел 6 мандатов. И Маннуру, 5 мандатов. Ну, здесь что хочется отметить и порадоваться, что хоть одна оппозиционная партия прошла. Хотя были такие слухи, что идут переговоры с Мадумаровым о том, чтобы что-то там между собой договориться. Не знаю, договорились ли, но, судя по всему, договорились. Договор неправильно, договор. Договора неправильно, договоры. Так, Бишкек задыхается. Да, задыхается нереально. Маденочка, брови не сделала, брови мои. Они у меня всегда такие, просто иногда я их крашу, а иногда нет. Сейчас они у меня чуть-чуть подкрашены. Здравствуйте, Талант, спасибо за красавицу, очень приятно. Миланчика, здрасте. Канадбек, здрасте. Ксюш, привет. Любожаю, сынулю поцелуй. Вот, так что, собственно, что радует? Радует то, что Бютун прошел. Почему? Потому что он вроде бы как оппозиционная партия. Хотя ни одну из реально оппозиционных партий не пропустили. То есть, по идее, Атамикен, понятно, не прошел. Понятно, у нас СДКи не прошли. Понятно, бедные, мне знаете, кого жалко во всем этом? Мне жалко этих Легалайз. Такие классные ребята. Я слушала с ними дебаты. Бедные, они так... Адиль, здрасте. Они так рьяно защищают каннабис, что мне аж прям, правда, хотелось их поддержать, потому что, они верят в то, что это действительно очень классно и перспективно. На самом деле, вообще, споры по поводу Анаши ходят, давно гуляют, и на самом деле непонятно, где правда, где неправда, но сейчас я уже могу спокойно говорить про все партии. Почему? Потому что это не будет воспринято как реклама.
Вот, поэтому про Лигалайз хотела сказать давно, но не стала просто пиарить, ребята, то неправильно поймут меня еще. Но мне на самом деле их жалко. Почему? Потому что у них правильные мысли. Они нацелены были исключительно на инвестиции, на привлечение сюда каких-то денег, но, к сожалению, их в любом случае не пропустили, потому что анаша все-таки это наркотик, и это очень спорная тема на самом деле. Пока не доказано стопроцентно его влияние на лечение рака, любых онкологических заболеваний. Хотя есть теория, что он по сути помогает. И на самом деле люди, которые на практике его применяют, на самом деле есть случаи, когда люди излечивают. Вы знаете, я не могу сказать, что там 100% каннабис излечивает. Возможно, это не каннабис, а самовнушение. Человек уверен, что ему каннабис поможет, и, соответственно, он выздоравливает, лечится. Мы же знаем, что есть такое понятие, как эффект плацебо, и вполне возможно, что он и есть в данном случае. Хотя анаша, по сути, это страшная штука, она сушит мозг. Это я вам как дочь врача говорю. Никогда не курила и не собираюсь. Здрасте. По поводу отмены салюта. Если честно, вы знаете, мне кажется, вот именно как раз-таки салюта нам для полного счастья сейчас не хватает. 200 миллионов сомов мы истратили уже на Глазго. Давайте еще 100 миллионов жахнем на салюты. Я на самом деле разделяю эту точку зрения и считаю, что это очень правильно. И вообще вот это понятие салюты нужно уже отменять. Почему? Потому что никто не ходит у нас собственно, на Новый год на площадь, чтобы посмотреть салют. Салют в советское время это было явление очень редкое. По сути, фейерверки, салюты, это было что-то очень праздничное, это было развлечением для детей, что сегодня не является чем-то из ряда вон. Сегодня мы можем каждый себе позволить купить вот эту петарду, пострелять, посмотреть на красивые огонечки, и этого достаточно enough и для детей, и для семьи. Поэтому, что касается вообще вот этих вот массовых салютов и так далее и тому подобное, я считаю, что это вообще уже нужно избавиться от этой привычки, и она должна уйти в прошлое. Мы не Китай, у нас нет такой традиции. В Китае есть традиция запускать салюты. Почему? Потому что это связано с религией. С религией, ребят. У них, они буддисты, у них религиозные традиции. То есть ты должен запустить салют, и чем громче он будет, тем больше шансов, что злые духи не придут на Новый год к нам, да, там. Ну, это традиция, это религия, это какие-то национальные особенности, но мы не китайцы, и нам это, собственно, не настолько близко, да, чтобы это прям внедрять как какую-то необходимость. Поэтому я считаю, что очень правильно вообще сделали, что от этих салютов отказались. На самом деле, мне очень печально видеть нашу елку, вот куда можно было бы реально истратить деньги и действительно создать настроение для людей, здравствуйте, Эльмирочка, для людей, то это и действительно хорошо украсить площадь, да, ну, хорошо, она у нас и так байкушная, колхозная, ну, ладно, окей, сделайте вы там приличную елку хотя бы, да, ну, я не знаю, ну, поставьте вы, ну, даже если искусственную, ну, поставьте вы ее классную, ну, наймите вы классного декоратора, который повесит шарики туда, иллюминацию сделает. Ну, слушайте, это же Новый год, ну сделайте ее на, ну, я не знаю, на неделю, ну, пусть неделю. Вот видите как. Пусть эта елка неделю хотя бы радует нас, но хоть радует. Вы видели, да, я поделилась у себя в сторисах про иллюминацию в Ташкенте. Это же, ну, офигеть. При этом, ребят, по идее, Узбекистан у нас покупает воду. Помните, такая штучка? Есть у нас такая информация, что во времена Бакиева воду сливали в Узбекистан за огромные деньги. Слушайте,
А узбеки ни в чем себя не ограничивают. Они завешивают лампочками каждый угол своей столицы. Я молчу про Бишкек. Во-первых, мы реально задыхаемся от смога. Это очень опасно даже ходить по этому городу, там, я не знаю, без противогаза. Во-вторых, еле дышащая иллюминация там государственная, и нет какая-то там разнообразная иллюминация в кафе. Эми кыргызча сүйлөйүнчү Айнуру балба. И анан эмне айтайын сизге. Мына иллюминация жок Бишкекте. Анан электричество жок, продукты дорожают как? Арзан, дешево. Господи, на кыргызском как дорожают? Напомните. Айнуру скажу, что продукты подорожали, а то она расстраивается, что я на русском говорю. Дух это главное приближение. Да, это 100%. Спасибо большое, Эльмирочка. Каннабис, да. Каннабис, это правда. То есть то, что его можно легализовывать, это правда. На самом деле, я говорю, это очень спорные вопросы. Я вот честно в прямом эфире не хотела бы их озвучивать. Но, да, кымбаттайт, вот, продукты кымбаттайт. Так что азык-түлү кымбаттайт. Эт, кымбат, абдан, анан. Эмне кылайын. Я прикалываюсь на самом деле. У меня не настолько хороший кыргызский, чтобы вести эфиры на кыргызском языке. Вот. Так что, если вы меня не понимаете, пожалуйста, просто идите, смотрите кого-нибудь другого. Я вас люблю. Спасибо, что зашли. Всего хорошего. Про что я говорила? Господи, забыла. Ну вот до вот этого вот всего, про что я говорила? Про узбеков. Про то, что у них электричество дофига. Про то, что у них офигительная иллюминация. И мне написали еще из Москвы, что у нас, говорит, Собянин тоже любитель позлоупотреблять электроэнергией, потратить. Говорит, Москва нереально горит вся на новогодние праздники. Но с другой стороны, давайте вот я вспоминаю игру, называлась она «Цивилизация». Я не знаю, играли вы, не играли в компьютерная игра «Цивилизация», Conquest называлась. «Цивилизация что-то». Это одна из первых таких стратегий была, очень сложных. И я помню, я ее установила на свой комп, и это было офигеть как дорого. Это было, я помню, по тем временам я купила этот диск за бешеные деньги, потому что он был лицензионный. И я резалась в нее нон-стоп. Я прям села, садилась рано утром и вставала поздно ночью, да, прям под утро, да, потому что я не могла оторваться. Смысл вообще этой игры, я веду к определенным вещам, просто это предисловие. Смысл этой игры был в том, что я как бог, я смотрю такая сверху на планетку, вот кусочек земли, и я туда заселяю два чувака, Адама и Еву. И вот они начинают плодиться, размножаться, я им даю, значит, баранов, коров, лошадей, крокодилов, там, короче, их потихонечку создаю им... Назирчик, привет. Эльмирчика, спасибо большое. Джилды, спасибо. Создаю им условия, значит. Джамал, спасибо большое. Я просто накрашенная. Я когда накрашенная, я бываю иногда ничего такая. А когда я не накрашенная, я бываю не очень. Вот, я создаю условия для них, для того, чтобы они там размножались. И в итоге их становится много. Я иду, они ходят, там у меня были специальные искатели, которые ходили, новые земли искали, потом там образовывались какие-то другие племена, и я с ними воевала и так далее и тому подобное. Я к чему это веду? К тому, что я уже не помню, к чему я это веду. Блин, а с чего я начала про цивилизацию? А до этого я что говорила? Что-то у меня с головой сегодня... про йог. Все, вспомнила. В итоге,
когда я создала уже там большой какой-нибудь мегаполис, у меня цивилизация развилась до уровня там железных дорог и так далее и тому подобное. Но это было сам факт, что когда появилось много людей, мне, как Богу, который играет в этой, да, спасибо большое, в этой игре, мне было важно, чтобы мои люди были счастливы. И я вспоминаю, что там были такие подсказки для Бога, то есть для меня, как для Творца, который вел этих людей, там были такие подсказки, и написано было: ваши люди несчастны. И мои люди сидели возле каких-нибудь статуй, молились вот так. Ну, то есть это такая игра была, графика мощная, да. Они сидели, молились и плакали. У них, если включить звук, они громко ревели, страдали, делали. И почему? У меня подсказка была: ваши люди несчастны, потому что им нужно какое-то там, ну, например, культурное мероприятие. Либо им нужно там какую-нибудь статую поставить, да? Ну, то есть смысл был в том, что людям нужно поднимать настроение. Чтобы они развивались дальше, они должны были развиваться в гармоничной обстановке. То есть недостаточно еды, жилья и там новых территорий. Нужно было, чтобы они обогащались культурно, развивались и так далее и тому подобное. И что я в этих случаях делала? Я ставила им памятники, статуи какие-то, я делала какие-то концерты, включала им какие-то праздники, устраивала, и они делали: вау, круто, они там мне в честь меня жертвоприношения делали и так далее и тому подобное. Я сейчас это к чему? К тому, что в чем нуждается народ, на самом деле, который еле-еле выживает. Народ нуждается в радости. Айнурчика, я здесь на самом деле вообще фонтанирую просто. Народ нуждается в радости. И вот сейчас почему-то так сложилось после советского периода, что Новый год — это самый большой праздник вообще для нас. Да, есть религиозные мощные сильные праздники типа Орозо-айта, Курман-айта и так далее и тому подобное, да, Рождества у православных, да, но есть один общий национальный праздник, который мы все отмечаем и все любим. Это Новый год. Наши дети ждут его из-за снега, из-за елок, из-за подарков, из-за Деда Мороза, да. Мы все сами ждем Новый год. Почему? Да потому что мы все хотим, чтобы вот эти вот беды, несчастья, проблемы остались уже в прошлом году, и мы вступили в новую жизнь. И каждый год это происходит. Я, например, каждый Божий год загадываю желание на Новый год. Я уже задолбалась пить этот шампанское с этим пеплом, с этой бумажки, на которой я пишу желание: Боже, пожалуйста, хочу вот это, да, то есть уже вот здесь это уже сидит, но тем не менее мы верим в то, что что-то будет хорошее, мы верим в то, что вот этот год, 31-е, все, Тадах закончился, все, с 1 числа жизнь новая, все по-новому, мир развернулся к нам лицом, и я теперь счастлива буду, да, то есть мы каждый в это верим. Но в чем задача заключается государства? Смотрите, мы живем с вами не каждый на отдельном острове, да, где мы сами себе короли, хозяева, президенты, и мы можем устраивать себе праздник. У нас неограниченные ресурсы и так далее. Мы живем в условиях государственности, мы живем на территории одной закрытой страны. Соответственно, в чем заключается счастье населения? Вот как раз-таки в таких моментах. И когда мне говорят: Айджана, хватит ныть насчет этой треклятой елки, у нас кроме елки до хрена проблем. Слушайте, вот мы начнем хотя бы с елки, и вот, возможно, все остальные проблемы подтянутся. Но сделайте вы эту елку злосчастную, приличной. Ну, украсьте вы ее красиво, чтобы мы могли, каждый из нас, пойти, сфотаться на ее фоне, снять ТикТок и всему миру показать: вот такой у нас офигительный Бишкек, мы здесь кайфуем, у нас офигительная здесь иллюминация, у нас красивая елка, у нас город. Да, мы нищие, да, нам хреново, но у нас, по крайней мере, настроение праздничное, мы не теряем оптимизма, да. То есть эти вещи очень важны для людей, которые находятся на грани выживания, да, на грани потери надежды. И это правда же.
Это же правда. Мы же действительно сейчас не знаем, что будет вообще в будущем для не всей планеты конкретно, да, мы там знаем, что, возможно, от астероида нас еще Илон Маск там спасет вместе с НАСА, но мы не знаем, что будет конкретно с Кыргызстаном, потому что все, что происходит сейчас, это очень, очень фигово и очень страшно, и нам нужно готовиться к каким-то определенным вещам, которые нас ждут в будущем. И, соответственно, настрой же должен же быть правильный. Опять же, скажу, что есть такое понятие, как плацебо, да, плацебо, неважно, хрен с ним. Сам факт, настрой, то, как мы ждем, как мы верим, то, во что мы верим. А есть ли нам во что верить, скажите мне, ребята. Ведь раньше мы же верили в то, что нам сделают это прекрасное будущее, мы войдем в него. А сейчас во что верить? Сегодня верить уже не во что. И единственное, что остается, так это вот это, красивая елка, классная, яркая улица, на которой ты живешь, настроение новогоднее, снег, пусть хрен с ним желтый, с этим смогом долбаным, да, но это Новый год, это праздник, который мы все ждем, который мы все любим. И он должен быть обнадеживающим, он должен быть светлым, он должен быть радостным. Но, к сожалению, почему-то мы все равно сидим возле облезлого какого-то чудовища. И даже стыдно сказать, что это столичная елка, да? Ну, правда, просто очень-очень-очень-очень стыдно. Что у вас будет на столе? Вот хороший вопрос. Что у меня будет? Я вам честно скажу, мы с мамой, я вам даже покажу, мы с мамой написали целый список. Вот он. Вот видите? Целый список того, что нам нужно. Почему? Потому что у меня, например, дома сейчас 0 картошки. У меня дома 0 гречки, 0 масла. Ну, в плане, мы писали все, что нужно, да? Привет, Адильчик. Все, что нужно вообще на Новый год. Мы вот писали, да. Обычно Новый год, ну, он же не проходит без оливьешечки, он не проходит без подшубы с селедкой, да. То есть обязательно какое-то горячее, обязательно фруктики, десертик, какие-нибудь напитки. С учетом того, что в нашей семье никто не пьет, мы шампанское исключаем, поэтому у нас будет детское шампанское. А это лимонад, но главное, чтобы он жахнул, да, выстрелил. Вот такой список мы написали. Мы приблизительно, я вам серьезно говорю, вот оно лежит у меня под скатертью. Мы приблизительно подсчитали, вообще по ценам, что да как. И мы пришли к выводу, что этот Новый год будет с тазиком оливье и килограммом мандаринок. Потому что денег на то, чтобы запечь индюка или там хотя бы курицу, денег на это нет. Это правда. То есть, если посчитать вообще все расходы, которые есть в месяц, на Новый год будет очень-очень грустный, печальный стол. Но дело даже не в столе, а дело в настроении, да, с каким настроением ты это оливье будешь поедать. Поэтому очень-очень реально грустно то, что цены аховые. Ну, если вы хотите, я опять начну негативить. Ну, если вы хотите, я могу перечислить до хрена омерзительных вещей, которые с нами происходят, да, но мне не хочется. Я хотела в этот эфир выйти, Росочка, привет, в этот эфир выйти для Розджа, для того, чтобы наоборот начать, возможно, вселять в людей какую-то надежду и веру, и, возможно, заряжать позитивом. Потому что негатива действительно очень много. И моя аудитория, по сути, те люди, которые смотрят мои прямые эфиры, ну, правда, ребят, ну, это правда. Это люди в основном те, которые прекрасно все понимают. Те люди, которые прекрасно осознают, в каком зловонном
санузле мы оказались, да, то есть это те люди, которым не нужно рассказывать о том, что ребята, ну хватит, ну очнитесь, ну проснитесь и так далее и тому подобное. Это в основном достаточно адекватные люди, с которыми не нужно на эти темы разговаривать. Поэтому я не хочу негативить. Вот, я посмотрела там кучу кыргызоязычных групп и блогеров, да, я так думаю, что есть кому скафнить, возмущаться и там кричать, и пусть они это делают, если им хочется. Если не хочется, то, ну, как бы я здесь ничем помочь уже не могу. Еще один момент, который хотела сказать. Вот сегодня буквально я встречалась с моей подругой отсюда из Фейсбука, с Джаркиной, и мы с ней беседовали, знаете, на какую тему? Она говорит, вот ну а как же, а народ? А кто будет думать о народе в конце-то концов? Но если мы все уедем, кстати, меня в последнее время очень часто куда-нибудь зовут. То меня туда зовут, то меня сюда зовут, предлагают туда улететь, сюда улететь, там программу, эту программу. Почему? Потому что я с радостью это слушаю, да, я говорю, да, ребят, мне это интересно. Я рассматриваю эту возможность вообще отсюда свалить. Вы знаете, даже моя мама, человек, которому 71 год, который всю свою жизнь подарила просто к ногам нашей медицины, которая, к сожалению, у нас совершенно неблагодарная, и плевать она хотела на то, что человек всю свою жизнь отдал этой профессии, да, но это не важно, сам факт. Она уже задумывается о том, чтобы куда-то двигаться, потому что она говорит, слушай, а я не знаю, как жить. Как жить-то сейчас, вот при вот этом всем, при документообороте на кыргызском языке, при страшном подорожании, да, при огромном подорожании на продукты. Как жить? Ну, это правда, и такие мысли возникают. И я говорю, чем больше вот в это мы во все заходим, тем больше мыслей у людей о том, чтобы надо что-то менять. И вот мне Джаркина говорит, ну хорошо, все свалят а народ, а родина. А я на что я говорю? Ну, наверное, все-таки пришло время каждому из нас думать реально о том, как свою жизнь налаживать. И неважно, где это будет в Америке, это будет во Франции, или это будет в Кыргызстане. Айнорчика, здрасте. Это правда. Нужно заниматься своей жизнью, собственную жизнь строить. И это не будет эгоизмом. Когда ты счастлив, когда ты обеспечен, когда у тебя всего в достатке, наверное, тогда и жизнь вокруг начнет меняться. У тебя появится возможность оплачивать нормальные дорогие школы. У тебя, да, придется оплачивать, потому что государство бесплатно ничего не дает. Это придется оплачивать хороших врачей, да, потому что бесплатно тебе государство ничего не даст. Но сам факт, наверное, пришло время действительно каждому из нас начать задумываться о себе, не о том, как жить каким-нибудь там, я не знаю, неблагодарным троллям или тварям, которые и так живут хорошо за счет государственной кормушки или властей, которые в данный момент находятся у власти, да. То есть, а думать реально о том, как самому выживать в этом обществе и, соответственно, двигаться дальше. На самом деле вопрос очень тяжелый, очень спорный, и всегда говорят, вот те, кто уезжают, это не патриоты. Знаете, мне кажется, патриотизм это не оставаться или уезжать, а патриотизм это любить родину, это не мусорить, это не плеваться, это не обсирать всех подряд, это не ненавидеть, не завидовать, а это просто любить и благодарить за то, что ты живешь на этой прекрасной земле. Если ты устроил пикник, то убрать за собой мусор. Это тоже проявление любви к родине. Сходить на выборы, потому что это тоже проявление любви к родине. Не важно, за кого ты голосуешь, важно, что ты это делаешь. Поддерживать людей, которые борются с чем-то. По крайней мере, не обсирать их с ног до головы, потому что они за тебя переживают в первую очередь, не за себя. За себя, если бы каждый переживал, им нахрен это не нужно сидеть, позориться там онлайн, выходить в какие-то эфиры и так далее и тому подобное. Ну ведь это правда, ребят. Мы же действительно в большинстве своем очень злые.
Мало кто из нас действительно всепрощающие, любят друг друга. Мы практически все живем в ненависти, в зависти, в ненависти, в неприятии чужих каких-то недостатков, ошибок и так далее и тому подобное. Я знаю, да, я знаю, что самое большое количество грин-карт оформленных это было в Кыргызстане. Это правда. Но это показатель ведь. Это же ведь показатель действительно для людей, которые... Я даже не говорю про власть. Вы понимаете, власть это все прекрасно понимает. Все прекрасно эта власть понимает. Не понимают люди, которые поддерживают ту или иную власть. Только по той простой причине, что они являются земляками, родственниками, соседями. Я это говорю миллион раз и буду повторять миллиарды раз. У нас одна большая единственная проблема – это трайбализм. Мы действительно жопу рвем за своих знакомых, даже зная, что они воры. Даже зная, что он будет воровать, обманывать, убивать, мы будем за него топить. Мы будем ходить с группы в группу и кричать о том, что все козлы, кто его не поддерживает. Но это правда, это же... Вот это ошибка наша. Явно не их. Они туда приходят с определенной целью. Другое дело люди. Люди, которые это терпят, люди, которые молчат, люди, которые это кушают и продолжают верить слепо. Слепо верить. И вот эта слепая вера, слепая любовь, это хуже, чем порядочность, это, вернее, хуже, чем предательство. Лучше бы они были предателями, чем они вот это слепо доверяют. Вы знаете, самое ужасное и самое обидное и больное, это что когда читаешь посты людей, которые реально слепо верят коррупционерам, да, ты понимаешь, что они реально в них верят. Они молятся на них и говорят: о, да, Боже, ты так прав, ты такой молодец, я так тебя поддерживаю. Продал, разграбил, убил. Ой, молодец, правильно, он сволочь, это надо было давно продать, разграбить. Да, ты ради нас. И потом наступает момент шарах, отчаяние, разочарование. А как? А где? А потому что человек, тот, который слепо верил, доверял, молился на своего господина, оказывается лицом к лицу с проблемой, такой как операция, не дай бог, здоровье, судебные какие-то дела. И он говорит: ай, помоги, я же в тебя слепо верил. А там тут, кто там вякает, что ты там вякаешь? Я вообще тебя первый раз знать не знаю, до свидания, да? И вот здесь начинается момент озарения. Ай, ты же мой сосед через 3 улицы. Ай, я же выходила на площадь ради тебя. Я же там орала как дура или как дурак. Я же рвала всем глотки за то, чтобы они заткнулись и не хаяли тебя. Ты чё? Я сейчас в беде, помоги мне. А он ее даже не слышит. Не просто не слышит, он даже не знает о том, что она существует или он существует. И вот тогда наступает разочарование. И тогда, когда нужно детям учиться, когда нужно женить, замуж выдавать, когда нужно решать хоронить, нужно находить деньги, вот тогда, а продукты охренительно дорого стоят, бензин непомерные цены, вокруг просто хаос, смог, дышать нечем, хреново, ад на земле. И вот тогда у него пелена спадает, и он такой: офигеть, ты, я в тебя верил, да я за тебя топил, а ты, что ты сделал? И что вы думаете в этот момент человек сделает? Скажет: какой же я идиот, о Боже, расстреляйте меня, я был неправ. Нет. Он скажет: тварь, сволочь, скотина, а я знал, что ты такой. Пойдем его снесем, пойдем его убьем, пойдемте устроим революцию. Вот как это бывает.
И посадят они нового, приведут еще одного соседа через 5 улиц. И скажут, вот он-то точно будет делать все для нас. Вот он-то точно выведет нашу страну на новый уровень, и мы заживем. Но произойдет один в один то же самое. И уверяю вас, они поступят ровно так же, как поступали до этого. А вся проблема в чем? А вся проблема в том, что дефицит образования, интеллекта, эрудиции и кругозора, они всегда ведут к тотальной глупости. И не просто к глупости, а к невежеству, незнанию элементарных законов, незнанию и непониманию ситуации, которая происходит внутри страны и в мире в целом. А почему такие люди нужны для любого правительства, любого государства? Потому что эти люди не задают вопросы. Эти люди слепо верят. Эти люди привыкли жить, перекидывая ответственность себя на кого-либо другого. Вот я посадил этого хана, и я теперь хочу, чтобы он за мою жизнь нес ответственность. На нем лежит ответственность за мой успех. Не на мне, ни в коем случае. На нем. И он должен сделать мою жизнь замечательной, прекрасной и счастливой. И вот когда наступает разочарование, когда человек понимает, что очередной раз его обманули, вот тогда, к сожалению, и происходит небольшой просвет в мыслях, но опять же ненадолго. Почему? А почему? А потому что все вопрос денег. Здесь и сейчас больших денег. Больших для них денег. 2, 5, 10 тысяч сомов – это огромные деньги для каких-то людей, которые сидят и слепо верят и ждут. И они мало понимают, что те, кого они выбирают, те, кого они любят и кому они доверяют, ворочают миллиардами. Миллиардами тех денег, которые недополучат их дети, внуки и правнуки. А возможно и вообще лишат их родины и земли родной. Гульзарочка, если у вас таджады, то идите, пожалуйста, в другое место. Зачем вы сюда пришли? Я вас умоляю, уходите. Идите там, где таджатанджок. Как правильно, не знаю. Так что, ребят, на самом деле очень все печально и грустно. Я вообще хотела о хорошем, но в итоге все равно о чем речь. Здрасте, Александр. Вообще, я на самом деле хотела настроение поднять людям, хотела чуть-чуть позитива привнести. Все-таки Новый год хочется... Новый год ведь это же не один день, это же не только 31 декабря, когда мы вот конкретно в 12 чокнулись бокальчиками и все. Да? Новый год же это ведь весь декабрь. Это вот это настроение, это я не знаю, это ощущение праздника, это желание делать какие-то подарки, это желание, вера в чудеса, вера в какие-то новые какие-то начинания, на какую-то радость, надежда, да, то есть мне реально хочется просто, чтобы хотя бы этот декабрь злосчастный. Почему? Потому что сейчас с этими выборами, да, понятно, что скоро там, когда официально точно они опубликуют, вроде пока итоги выборов после подсчета 100% бюллетеней, да. То есть будут еще официальные результаты, я так понимаю. Вот несмотря на то, что там вот с этими выборами, со всеми людьми, которые там у власти находятся, да, со всеми их троллями, припевалами и поклонниками, да, несмотря на это все, хочется, чтобы вот этот декабрь, он был каким-то волшебным. Я не знаю, возможно, я сейчас преувеличиваю, но мне действительно хочется, чтобы мы сами себе настроение создали. Поводов нет радоваться, правда. Поводов очень мало. Спасибо большое, Джелдес.
Джилдыса Джи, наверное, да, поводов очень мало радоваться, да, дышать нечем, по сути, да, все дорого, мы об этом уже говорили, но мы же можем сами себе создавать настроение, мы же можем действительно сами находить поводы для радости и делать друг другу приятности. Знаете, я недавно сижу дома, что-то делала я, и мне тут звонит какой-то незнакомый номер на телефон, и говорит: здравствуйте, я курьер, и я, говорит, как к вам подняться домой? Я говорю: ну вот так и так поднимайтесь. И он приходит, отдает мне пакетик, и я такая: ой, ничего себе, спасибо, не поняла. А там пакетик, там внутри книга, причем, ну, новая из раритета книга, и на ней записочка: от тайного Санты. Я такая не поняла, я думаю, неужели это мне? А кто же мне мог книгу прислать? Как это интересно. Думаю: ой, неужели у меня появился какой-то тайный поклонник, который знает, что я люблю читать? Думаю, уже такая, я уже себе в фате себя возле, с цветами возле алтаря представила. Ну, неважно. Короче, пишет мне племянница через минут 5. Она говорит: слушай, там должен, говорит, курьер привезти мне книгу. Я такая: ну все, фата у меня, естественно, упала. Букет я уже выбросила. И, ну, короче, расстроилась, села такая, сижу, думаю: ну ладно, не мне. Но сам факт. Человеку, она подписана на какую-то блогершу в Инстаграме, и эта блогерша объявила такую штуку: давайте, говорит, все мои подписчики, все, кто хочет, давайте устроим себе новогоднее настроение, давайте устроим себе праздник, и давайте сделаем друг другу подарки. Пусть эти будут подарки не дороже там 200 рублей, ну она россиянка, по-моему, насколько я знаю, ну вот куда племяшка, под кого подписана, она россиянка, девочка, и она говорит: не больше, не дороже 200 рублей, но так, чтобы мы не знали, кто кому что дарит, но каждый выберет себе по списку, и если вот кто-то выбрал, то вычеркиваем, да. Ну, как-то вот в таком формате это было сделано, и племяшку тоже кто-то выбрал, и ей прислали вот такую книжку, и она тоже кому-то там отправила какой-то там подарочек, да. И вы знаете, это так мило, это так приятно, это настолько действительно классно и светло и по-доброму, что понимаешь, что действительно еще вот все-таки есть какие-то светлые чувства, светлые, добрые, детские, вот эти вот чудесные воспоминания об этом празднике. И поэтому, конечно, хотелось бы вот за этот декабрь чуть-чуть себе настроение поднять и всем вам поднять, потому что я вас всех очень, правда, люблю, да, даже моих дорогих хейтеров, потому что они, независимо ни от чего, они действительно все хорошие, все люди. Вы знаете, я тоже долго думала, и тогда проводила эфир о хейтерах, да, потому что мне многие писали о том: Айджана, как ты справляешься с этим, просто это невыносимо. Кто-то, моя подруга из Фейсбука написала: меня так захейтили, я, говорит, еле-еле, говорит, в себя пришла на таблетках, и про тебя вспомнила, твои эфиры, там, комментарии почитаешь, просто в шоке, да, как ты с этим справляешься. Я тогда поделилась в эфире, рассказала, ну, на своей странице, рассказала о том, как. И я тогда поняла, знаете, я поняла, что на самом деле и хейтеры, и сторонники, и подписчики, это, мы все люди, но это правда, ни за одним аккаунтом не сидит робот. Мы все люди, у нас у всех есть чувства, у нас есть внутри, в любом случае, в каждом из нас есть, пусть маленький, но человек, пусть не доросший до какого-то там большого, высокого духовного развития, но это человек, и у него тоже есть детские воспоминания, и тоже есть чудеса. И пусть хотя бы в этом декабре мы не будем друг друга ненавидеть, да пускай они обзываются, хоть запишутся чучко-мочко. Я правда их всех люблю, независимо ни от чего. Но больше, конечно, люблю своих друзей, которые меня поддерживают. Так что это правда классно, это чудо, то, что вот у меня столько друзей, у меня столько замечательных подписчиков, столько знакомых, с которыми на улице даже иногда с вами встречаюсь, и я кайфую от того, что мы друг друга узнаем, потому что вот так вот только общаясь мы... Но это все равно не такое общение, да, когда вот так вот видишь, можешь пообниматься, поцеловаться, и это, конечно, кайф. Я никогда не убегаю, не прячусь, я всегда с радостью иду навстречу всем своим знакомым, всем своим друзьяшкам.
Поэтому вот хотелось вот так вот чуть-чуть настроение поднять. А насчет вот такого, да, можно было бы сделать, но я не знаю, согласятся наши, нет. Я понимаю, что сейчас такие бешеные траты нас все ждут. Все-таки мы не молодежь, которая может там у родителей 200 сомов взять и что-то подарить. Мы все-таки сами себя обеспечиваем, и нам нужно думать о празднике, нам нужно думать о подарках для детей, с новогодним столе, хотим, не хотим, в любом случае тот же Новый год придется каким-то образом отмечать, что-то делать, поэтому не хотелось бы напрягать лишний раз. Хочется все-таки, чтобы этот праздник, независимо ни от чего, дорогой он, дешевый, все-таки, чтобы он состоялся и был счастливым и радостным. Правда, хочется. Вот, это, наверное, все, что я хотела сегодня сказать. Еще по поводу, сегодня я записала видео, вот сейчас оно у меня грузится на YouTube, по поводу, как заказывать, как я товары заказываю, как одежду. Вот на мне сейчас кофта, она тоже со Штатов. Это причем какая-то брендовая штука. Я не помню, где он, этот бренд написан, но, по-моему, там, на этом. Это верх от спортивного костюма был, вот такие ручки, митинги. В ней очень классно бегать, хотя я не бегаю, но неважно. Она сохраняет тепло, если на улице холодно, а если на улице жарко, то она сохраняет прохладу. То есть я не знаю, это как она называется, термостойкая кофта, она хорошая на самом деле. И вот ее я когда-то купила за то ли, по-моему, 9, то ли 10 долларов в Штатах. Вот. Поэтому для всех, кому это было интересно, я писала же об этом. О том, ну вот мой прошлый пост о том, что мы с подружкой тогда заказывали украшения на 100 долларов. И я сейчас записала в видео из магазинов, в которые приходит весь этот груз. Там девчонки работают, они могут помочь, если надо, если что. И если вы не умеете, допустим, там сами заказывать, они вам все помогут и все сделают. И еще хорошая, знаете, новость, хочу похвастаться. Не то, что похвастаться, а порадовались, чтобы вы за меня. Я сегодня приехала к ним в магазин, чтобы отснять вот этот туториал для людей, которые просили меня его отснять, вообще, как это все делается. И они, представляете, ну, в смысле, это не реклама, это же я просто про них рассказываю, потому что я знаю там хозяйку этого, да. И они мне в благодарность подарили туфли. Представляете? Они мне подарили офигительные, шикардосные нюдовые туфли Michael Kors. Я в шоке. Я вообще сегодня очень с хорошим настроением и счастливой, потому что вообще такие вещи, когда дарят обувь, это каким-то новым начинанием. Говорят же, новые, хорошие, качественные туфли, они ведут тебя по счастливой дороге к твоему счастью. И это классно. Я в это верю. Я верю, что эти туфли приведут меня к счастью, потому что у них офигительно удобная колодка. Вот, поэтому спасибо. Спасибо большое, Альмирочка. Да, новая обувь, правда. Айнорочка, правда, новая обувь. Правда, я эти туфли сейчас не смогу надеть, потому что сейчас холод, зима, но осенью весной я обязательно их покажу вам всем, когда их обую, обмыть, чтобы пройти по нашим раздолбленным улицам Бишкека, и покажу их. Вот, так что вот такая вот приятная новость. Я вроде делала приятное, полезное для своих подписчиков, а в итоге еще и получила за это подарок. Так что иногда, оказывается, действительно добрые дела надо делать, потому что они к нам возвращаются тоже добром. И это классно. Вот, так что сегодня я выпущу это видео, расскажу, где, как там, что устроено в этом магазине. Если интересно, посмотрите, потому что, правда, очень много там полезного и классного можно заказать и купить. Вот. Адилька, да, обязательно вместе обмоем. С меня, я не знаю, что, с меня чай с малиной. Я же не пью, поэтому только чай. Вот. Так что вот так. Если какие-то вопросы есть, давайте что-нибудь пообсуждаем. В принципе, еще можно минут 15 поболтать, потому что я начала в 9. Если вопросов нет, то я пойду курить. Какие картины мне нравятся?
Спасибо, Айнорочка. Вообще, на самом деле, я очень люблю лошадей. Историю хотите? Мы приехали с мамой в Париж. И у нас был тур, естественно, по Лувру. Это must обязательно, да? На вашей страничке. Да, я сейчас выложу видео и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе будет одно и то же видео. И я сделаю все ссылки на сайты, ну, с которых я обычно покупаю, чтобы вам было проще, чтобы вы не искали. Мы приехали с мамой в Париж, в Лувр, и пошли, естественно, смотреть на да Винчи, потому что это мой любимый художник, которым я восхищаюсь. И я уже издалека вижу большую толпу, которая стоит возле определенной картины. Я понимаю, что, естественно, это Джоконда, ну, конечно, только возле нее может быть такая огромная толпа. И мы по мере приближения к Джоконде, я понимаю, что всю свою жизнь я видела Джоконду только в электронном варианте и в варианте маминых больших советских альбомов художественных галерей. И я ее себе представляла просто вот, ну, гигантского размера, и мне казалось, что это большое полотно с вот этим выдающимся лицом, да. А оказалось, что это вот такая маленькая фигнюшка, вот просто реально вот такая маленькая фигнюшка, укутанная 4 стеклами бронеударными, там огромная сигнализация, там специальный свет, температура возле нее, чтобы она не испортилась, да. И я когда подошла к Мона Лизе, я сказала моей: мама, это, знаешь, это как верить в Дед Мороза, а потом узнать, что его нет. Потому что это было реально такое ощущение. Я представляла Мону Лизу просто каким-то огромным полотном, а случилось так, что она просто маленький какой-то плакатик, чуть ли не плакатик, да. Потом гид рассказывал историю о том, что на самом деле она была больше, но ее украли в 1700 или 600 каком-то году, я тут точно не помню, я не буду врать. Ее украли, причем украли очень вандалы какие-то, сволочи украли в раме прям. И вместо того, чтобы вытащить ее из рамы, они просто тупо парами ее обрезали. И вытащили, и свернули, и убежали. И представляете? Спасибо большое, Римочка. Спасибо. Узбекистану привет. Вы прекрасная страна, и у вас очень красивый Ташкент сейчас. Я восхищалась в начале эфира. Вот эту картину свернули, украли, и, получается, где-то по 10 сантиметров с боков отрезали. Можете вообразить? Самое дорогое полотно в истории человечества обрезали, считай, 20 сантиметров, просто какие-то дебилы, которые не знали ее цену, да. Но сам факт, то, что это, конечно, было жесть, и я когда увидела Мону Лизу, у меня такое же разочарование было, когда я была в Брюсселе и увидела писающего мальчика. Ну, зайдите в Google, почитайте «Писающий мальчик в Брюсселе». Вау, там такие картины, там такие фотографии, вот писающий мальчик, это самая главная достопримечательность Бельгии. Я искала его, потому что мы улетали уже, я искала, бегала по всем улицам. В итоге, когда я увидела вот такого мальчика и маленький фонтанчик. Я думала, боже, зачем я столько времени на это потратила? Но сам факт, очень часто бывает такое, что разочаровываешься в каких-то вещах, а на самом деле они вроде кажутся тебе какими-то очень фантастическими, фантазмагорическими, а оказываются очень какими-нибудь обыденными и маленькими. На самом деле это грустно, что вот таких произведений, конечно, не так много, но тем не менее. А картины какие я люблю? Я люблю лошадей, причем наших кыргызских художников. Я помню, мы с папой, я была маленькая, мы как-то попали с папой в подземный переход, проходили мимо, и я увидела практически на всю стену подземного перехода нашего, советская Чуй, картину. Это было полотно просто гигантских размеров, где бежали 12 белоснежных лошадей. По озеру бежали. Боже, я тогда вот так вот стояла, наверное, полчаса. Меня папа не мог утащить. Я стояла, и я замерла. Почему? Потому что настолько было шикарно передано
каждое движение, каждая мышца, каждый изгиб лошади, что я тогда подумала, что это не мог рисовать человек. Мне казалось, что это однозначно либо фотография, либо какой-то очень счастливый обладатель Божьего дара, да, то может только таким образом передать. Вот с тех пор я люблю лошадей. У меня есть подруга, Адиля. Адиля, если ты смотришь, ты здесь, да, у нее есть папа, выдающийся художник Бигджанов, дядя Мурат. И вот когда-то я тоже хотела, просила, чтобы он мне нарисовал картину, но, к сожалению, по состоянию здоровья он не смог. Но я верю в то, что когда-нибудь я разбогатею и закажу нашим художникам вот таких вот лошадей себе, и у меня будет место, куда это повесить. Сейчас пока, конечно, я могу только какой-нибудь плакатик куда-нибудь повесить, но будет место в большом каком-нибудь холле, где я повешу этих лошадей и буду любоваться. Вот. На вашей страничке насчет... Да, YouTube-канал. Да, Александр, у меня есть YouTube-канал, называется он также Аджана Мырсам. Но там особо не очень много информации пока. Если честно, я ленивый чувак, поэтому... Какой свитер вы бы хотели одевать зимой, осенью, весной? Пожелания на заказ. Прикольный вопрос. Свитер зимой, осенью, весной. Я люблю, ну, так как я большой человек, большого размера, я люблю, чтобы все было свободно. Поэтому, наверное, если свитер, то, наверное, какой-нибудь массивный с большим воротником. Мне нравится, когда тепло. Вот. Выносливость, скорость мысли? Да, да. Жених появился. Нет, жениха нет. Жениха, к сожалению, нет. Вот. Туфельки не могу показать, потому что это мне надо встать, а низ у меня в домашнем платье, так что я не смогу вам показать. У меня появился точно жених, да, Франклин Чисом какой-то. Вот он у всех пишет, он всем пишет "You look so adorable". Да, они все выглядят look adorable. You know, Kyrgyz woman is adorable. Причем абсолютно все. Добрый вечер, Азим. Всех рада видеть. Вообще я уже заканчиваю, но раз жених появился, может у кого-то появится шанс познакомиться. Еще что я хотела сказать. Мы тут тоже вот с Джаркиной сидели, Джаркиночка, ты же здесь, и обсуждали тему насчет одиноких сердец. Правда, очень много. Это вот буквально... Потом приехала подружка моя, и она тоже вклинилась в этот разговор и сказала, что вот буквально недавно они сидели... We are gorgeous. Да, amazing, gorgeous и просто unbelievable. Сидели в компании подруг, и там практически где-то человек 6-7 девчонок, и все они замужем. Кто-то разведенный, кто-то вообще ни разу не был замужем, кто-то просто встречался, там, разошелся. Но сам факт, что одинокие красивые женщины, да, за 30, может быть уже за 40, немножко за 40, но все обалденно красивые. Я просто знаю эту компанию, о которой она говорила. Девчонки очень яркие, девчонки фигуристые, в принципе, достаточно самодостаточные, да, они вот, ну, как-то уже реализовались, да, там и так далее и тому подобное. И вот она рассказывает, мы, говорит, в компании сидим, нас, говорит, человек 6-7, и, говорит, за соседним столом в кофейне сидит тоже компания из тоже там 5-6 человек пацанов. И так получилось, что мы, говорит, обсуждали, где искать мужиков. Ну, как бы это излюбленная тема всех одиноких дам. Где же найти мужчину, да? Где они вообще водятся, эти мужчины, которые свободны? Потому что с женатыми общаться никто не хочет, но хочется создать там семью, отношения и так далее и тому подобное. И мы, говорит, громко, видимо, обсуждали, потому что Гульфарид, я юрист по образованию, но по специальности многопрофильный разнорабочий, можно так сказать. Мы, говорит, громко обсуждали о том, что нужно где искать мужчин и так далее, и так далее. И эти парни слышали, они говорят, вот, девчонки, знаете, в чем прикол? Нет, он говорит, вот у нас, говорит, есть там знакомый парень, вот, говорит, можешь, типа, вот он с ним.
И моя подруга посмотрела, сказала, ой, ну только не с ним. Ну, потому что она его как-то там более или менее знает, и ну, у нее такая реакция была. На что те парни просто сели и говорят, вот видите, вот вас, говорит, 6 одиноких, нас 6 одиноких, говорит, но мы друг другу не нравимся. Каждый из нас ищет что-то другое. И вот это же огромная проблема. Ну, реально, на самом деле. Рисай, здрасте. Это на самом деле реально сегодня огромная проблема, одинокие сердца в Кыргызстане. Я вот смотрю, у меня очень много друзей разведенных, подруг разведенных. Но как только предлагаешь одной кого-то там, да, ой, у него нос не там, у него брови не такие, ой, он неряшливо кушает, или он там, я не знаю, или она там, ой, у нее лишний вес, ой, у нее 3 детей, ой, она не работает, или она наоборот работает, она не будет дома сидеть. Ну, то есть постоянно какие-то есть странные пунктики, да, которые мешают людям просто элементарно хотя бы друг с другом пообщаться. Они даже не знают друг друга, да? Они не знают, вообще подойдут они друг к другу или нет, но у них все равно есть вот этот вот страх, что не, лучше я сразу откажу, чем потом мне откажут или мне сделают больно и так далее и тому подобное. И вот мы с Джаркиной сегодня на эту тему разговаривали. Я говорю, слушай, давай, говорю, замутим какой-нибудь клуб. Клуб для одиноких людей, которые жаждут найти себе партнера. Ну, пускай не замуж, да, пускай это будут там не матримониальные какие-то вещи, а пусть это будет, ну, я не знаю, дружба. Ну, типа мы познакомились в этом клубе, общаемся, дружим. Это же классно создавать какие-то сообщества. Ну, что-то мы болтали, в итоге я сказала, я такое все равно не сделаю, поэтому очень маловероятно. Но идея есть. Давайте кто-нибудь, может быть, если у кого-то есть настроение это сделать, давайте я поддержу. Потому что я знаю, что была группа такая «Сваха» в ФБ, но что-то она не пошла, потому что все-таки в Фейсбуке одно дело тогда, когда тебя не видят, тогда, когда ты не общаешься вживую, когда ты не отвечаешь на вопрос, там, когда тебя нельзя понюхать, когда нельзя тебя потрогать, да, то есть это одно дело. Другое дело тогда, когда ты вживую встречаешься, ты понимаешь по запаху, мой это человек или нет, или тогда, когда ты слышишь, как человек разговаривает, ты понимаешь, о боже, нет, я не смогу с этим жить. То есть и в любом случае офлайн вот такие встречи, они важнее, наверное, нежели онлайн. Поэтому если какая-нибудь такая идея возникнет, я всегда поддержу, имейте в виду. Если кто-то решит такое сделать, я поддержу, даже помогу найти место, где встречаться. Потому что у меня есть хорошая подруга, у нее кафе «Сере», и она с радостью нас всех там примет. Она все время нас туда зазывает, и я так думаю, что как-нибудь мы должны сходить. Но правда, что большая часть мужчин неуважительна к женщинам. На самом деле, мне кажется, не только мужчин, и женщины неуважительны к мужчинам, по сути. Вообще очень большая проблема в поиске партнера – это сверхожидание. Это тогда, когда ты не принимаешь человека таким, какой он есть, а все-таки чего-то ждешь. Ты вот знакомишься вроде с человеком, да, ты понимаешь, что он, например, там, я не знаю, милиционер, и он работает нон-стоп, у него выходные там бывают раз в 5-летку. Но ты все равно продолжаешь с ним общаться. Почему? Потому что ты надеешься, что ради тебя он изменится. Ты надеешься, что ради ваших отношений он поменяет свой график или откажется от своей карьеры. И ведь это на самом деле самообман, этого никогда не произойдет, если человек уже состоялся, ну, в нашем возрасте это уже 100%. Поэтому очень маловероятно, что кто-то кого-то сможет переделать. Другой вопрос, когда вы по молодухе женились, да, там еще можно как-то поиграться. А в нашем возрасте вот эти сверхожидания, они мешают. И плюс, когда мы уже сами состоялись, да, то есть я уже твердо стою на ногах, у меня уже есть деньги, работа, дети, возможно. Соответственно, я хочу мужчину как минимум такого же уровня, как я, либо выше, но никак не меньше.
Просто по той простой причине, что у него не хватит элементарно энергии на то, чтобы обеспечивать моих детей и меня. Но это я сейчас вообще вот в целом, да, говорю про разведенных женщин. А мужчины как на это смотрят? Ну, у меня есть работа, зарабатываю там 40 тысяч сомов. У меня есть, возможно, там квартира, да. Ну, что тебе еще надо? А женщине надо. Ей надо на ресницы, ей надо на брови, ей надо на педикюр, на маникюр. Ей нужно вывозить детей на Иссык-Куль. У нее у подруги шуба новая, ей нужно тоже эту шубу. Кто-то поехал там на Мальдивы, в Турцию, ну, в зависимости от кошелька. Ей тоже это срочно надо. Если мужчина не готов вот это все давать ей, то, соответственно, брак распадется. Это же понятно. Я поэтому и говорю, сверхожидания, которые мы вкладываем вообще в любые отношения, это только вредит на самом деле. Я не уверена, что это лучший наш соратник вообще в построении отношений. Вот, точно, я помню, что на Дизеле что-то делали. Вообще на Дизеле была такая группа, я помню. Она была закрытая. Я не помню, как я туда попала. А я не попала туда, мне скрины скидывали. Группа была БДСМ. И там, короче, женщины, мужчины, ну, с такими пристрастиями, то есть кому нравится доминировать или кому-то нравится, там, наоборот, подчиняться, да, они друг друга находили там. И у них какие-то тусы даже были. То есть они собирались в каких-то местах и устраивали вот такие тусы. То есть у них прям были вот прям как в фильме «С широко закрытыми глазами». Помните? Где Том Круз и Николь Кидман пришли вот в этот дорогой особняк, и там вот это вот оргия. Вот что-то такое у нас, оказывается, в Бишкеке тоже было. Я не знала даже. Ирисай, вы знаете, вот по поводу любви, вот любовь это классная штука. Это шикарная штука. Любить надо. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что когда ты любишь, и проходит время, и эта любовь, она уже трансформируется однозначно. Эльдосик, привет. Невозможно любить до конца своих дней. Эта любовь, она трансформируется. И она перерастает в нечто большее. Она перерастает в благодарность. Она перерастает в уважение, в доверие, в необходимость сопения рядом. Да? Вот это понятие страсти, бабочек в животе, оно не навечно. Оно на очень короткий период. И вот когда она уже трансформировалась, когда она уже переросла в сопение рядом, вот тогда начинаются другие проблемы. Тогда возникает, а дорогой, а на какие шиши мы будем покупать квартиру? Или на какие шиши мы будем женить нашего сына? А как мы сможем оплатить то, а как мы сможем оплатить это? И вот эти вопросы, они рушат эту любовь. Это правда. И это правда жизни. Быт, он убивает все чувства. Кайф, когда ты вот эти поймала этих бабочек в животе, и вот эта влюбленность, она еще какое-то время тебе дает вот эти силы. Но как только это трансформируется в нечто большее, вот там начинаются очень большие проблемы. Поэтому изначально, когда на уровне бабочек в животе, нужно думать, сможешь ты быть с этим человеком, твой он человек или нет. Ну, то есть это все равно, даже в любви иногда нужны мозги. Мне так кажется. Айнорочка, нет, я клеймо не ставлю, мне 37 лет, я считаю, что 37 лет это еще инфантил, достаточно молодой человек. Несмотря на то, что уже близко к 40, мне кажется, что я все еще молода. 71 моей маме, я ей говорю, она мне говорит, я старая бабушка. Я говорю, какая ты бабушка? Ты, говорю, молодая, сочная женщина. Ну да, у тебя уже скрипят коленки. Ну а что ты хотела? Всю жизнь на них проходила, на эту работу неблагодарную. Ну неважно. Зато ты душой молодая, у тебя глаза сияют, сверкают. Ну, классно же. Я пока в Америке жила, знаете, я встречала разных людей. И 96-летняя бабушка, я как-то рассказывала, она мечтала найти себе партнера и говорила, я так хочу, я так устала от одиночества. Она овдовела лет 80.
И она сказала, в 96 она сказала, я так хочу найти человека, мне так надоело одиночество, я так хочу друга и компаньона. Ну, то есть она хотела любви, она как раз-таки хотела этих бабочек в 96 лет. А ее племянница, которой 73 было на тот момент, она вообще была молодуха, она гоняла на тачке, она уже была на пенсии, но она была такая вся стильная, в штанишках, вот в каких-то неимоверных кепочках, что-то на ней такое было, шарфики. Она была такая яркая женщина, и невозможно сказать, что она бабушка в 73 года. И я на свою смотрю 71 и думаю, ну, жалко, что мы не в Америке живем, потому что там все-таки уровень жизни выше, и там чем старше ты, тем больше для тебя привилегий и преференций, поэтому, наверное, все-таки жизнь у них попроще, и, наверное, поэтому они стареют попозже. А наши-то еле-еле выживают, вечно думают о завтрашнем дне, как этот Сократ, постоянно в каких-то думках, и, соответственно, это, конечно, сокращает нашу жизнь. Вот. Рысай, конечно. Любовь – это любовь, и они, особенно когда она не состоялась, о ней, наверное, всегда потом вспоминаешь, и кажется, что могло быть по-другому. А на самом деле, возможно, так и должно было быть все. Ну, я не знаю, я по себе сужу. Я в 36 первенцев. Вот, видите, в 36 первенцев, 40 младше. То есть у меня еще масса времени впереди. Здравствуйте, Мурод. На самом деле я уже заканчиваю, и речь была обо всем на свете, о чем мы только не говорили. Вот. Так что вот так что. Я вас всех люблю, ребят. Вы все у меня такие классные. Боже, я просто, правда, никак не нарадуюсь на вас. Ты-ты-тьфу на вас большое, чтобы вас не сглазить. 10 уже. Завтра все-таки еще рабочий день, не буду вас отвлекать. Надо готовиться ко сну, чтобы вам не мешать спать. Обязательно погуляем. Обязательно, Айнурочка, погуляем онлайн, на онлайн свадьбе. Янылочка, здрасте. Обязательно. Я сделаю онлайн свадьбу, да, точно онлайн свадьбу. Вообще, дай бог мне много денег, или мужу моему много денег, чтобы я могла всех ФБ-друзей пригласить на свою свадьбу. Представляете, какая туса будет? Я стадион «Спартак» арендую. Сделаем такой офигительный фуршет, чтобы все мои ФБ-друзья пришли, и все гудели на моей свадьбе, и все за меня радовались, и выпили по бокалу шампанского. Я шучу. Ну, конечно, было бы хорошо. Спасибо, Ирысай. Интернет плохой. Да, я извиняюсь, Камария, видимо, все-таки у нас смог. Смог лег на провода, поэтому интернет что-то стал виснуть. Янулджа, вам тоже большое-большое здоровья крепкого. Я вас обожаю. Вы такая классная. Стрелки давайте замутим ФБшные. Давайте. Мне вот предлагала Зарина из Сирии. Она мне говорила, Айджана, давайте своих друзей приглашайте. Ну, я не знаю, я тогда не смогла, у меня дела возникли, когда я собиралась. Но можно что-нибудь сделать, как-нибудь стыкануться где-нибудь, потусить. Но все в деньги упирается. А сейчас Новый год, сейчас хочется поэкономить, чтобы на столе было побольше продуктов. Поэтому лучше, наверное, подкопить. А может быть, потом в феврале стыканемся и посидим. Спасибо большое. Спасибо. Я вас тоже очень люблю всех. Всех любожаю, всех обожаю, всех целую. Севиль, кто вы и где я живу? Я Айджана, я живу в Бишкеке. Я просто блогер. Иногда вот так выхожу в эфир и говорю всякие разные штуки. Очень рада с вами познакомиться. Так что смотрите мое видео по поводу американских товаров. И Камария, высокомерные люди, на самом деле, это тоже хорошие люди. Просто у них
у них, наверное, есть проблемы какие-то. Может быть, их что-то беспокоит, может быть, их обидели, может быть, они таким образом защищаются. Поэтому, наверное, всех надо понимать и всех надо прощать. И если у кого-то ситуация такая, то, наверное, нужно просто пожалеть или, возможно, даже не пожалеть, а просто пройти мимо, пусть человек разберется со своими проблемами, и все будет хорошо. Большой буквы с большим сердцем. Спасибо большое, Русай, так приятно, вы меня так хвалите, я аж прям себя чувствую чуть-чуть смешно, потому что мне стеснительно. Я же скромный человек. Я шучу. Я на самом деле прав. Я уже с вами минут 20 прощаюсь и не могу проститься. Что же это такое? Ладно, всех люблю, всех целую. Я думаю, до Нового года я еще не один раз выйду в эфир. Постараюсь выходить почаще, потому что я по вам скучаю, мне иногда очень хочется болтать. Вы заметили, я сейчас час болтала без остановки, нон-стоп. И иногда мне очень-очень хочется много-много говорить, но я понимаю, что я могу надоесть. Вот, так что я всех люблю, всех целую, всех обожаю. Давайте за то, чтобы вот этот декабрь у нас... Ташкенту привет большой, мы любим Ташкент. Чтобы этот декабрь у нас был чудесный, волшебный, и настроение давайте сами себе поднимать, чтобы у нас все было волшебно, и Дед Мороз к нам ко всем пришел, несмотря на то, как мы себя вели. Я верю в то, что Новый год все-таки будет классный, и следующий год принесет нам много-много денег, и много-много счастья, и радости, и любви. И пусть так у всех у нас будет. Всех люблю, всех обожаю, до скорых встреч. Целую, пока.